Старт региональному конкурсу «Отечество» и «Вахте памяти» дают в торжественной обстановке. Поисковой отряд «Малгобек» ведет свою деятельность 13 лет. Благодаря их труду стало известно больше 400 имен солдат. Найдены останки 160 бойцов, пропавших без вести. Личность 8 из них удалось установить. Это далеко не вся работа, которая ведется поисковым отрядом. Создали 2 студенческих поисковых отряда, создали межрегиональные проекты, полевой лагерь поискового отряда СКФО, горячее небо Кавказа, а пилота 4-й воздушной армии. То есть во время Великой Отечественной войны небо нашего Северного Кавказа защищала 4-я воздушная армия, которая была создана специальной директивой Верховного Главнокомандующего Советского Союза. Сразу после церемонии открытия участники расходятся по разным площадкам. Более 200 детей по всей республике собрались для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса юных краеведов. По условиям нужно подготовить доклад и презентацию. Темы самые разные, начиная от культуры родного края и заканчивая экологией. Сухра Хамхоева приготовила доклад об ингушском национальном костюме. Девочка с детства увлекается национальными танцами, поэтому ей эта тема особо близка. Я не ожидала, что меня назовут первой, потому что я хотела немного собраться духом, но несмотря на это, я немножко нервничала, было такое. Но ничего страшного, это не конец жизни, как говорится, такие были ошибки, но ничего страшного. Надеюсь, хоть на какое-то место. Тем временем в соседнем классе соревнуются любители военного направления. Юные исследователи изучили биографии ингушских бойцов, участников СВО, чтобы каждый смог узнать о героизме и мужестве этих людей. Диана Хадзиева не раз принимала участие в таких конкурсах, где практически всегда выходила в финал. Сегодня также в своем успехе девочка не сомневается. Основные действия российских вооруженных сил первоначально развивались в ДНР, ЛНР, Южных и Восточных областях и в окрестностях. Я всех наших героев рассказала и рассказала про нашего выпускника, который умер при этой операции, к сожалению. Всего представлено 12 номинаций. Самые популярные из них – Великая Отечественная война, земляки, культурное наследие, военная история СВО, историческое краеведение. В каждой из номинаций 3 призовых места. Оценивает работы экспертная комиссия, в состав которой вошли студенты, представители Общественной палаты, Росгвардии и другие. Комиссия, значит, свои протокола сдают председатели свою комиссию, они выносят итог. Там определяют первые, вторые места. И эти протокола идут, значит, в оргкомитет. И в оргкомитете там уже по номинациям, там уже будут совместно эти председатели этих комиссий и наши организаторы будут определять, кто какое место занял. Всероссийский конкурс «Отечество» проводится в 15-й школе села Средние Очелуки ежегодно. Главная цель – это развитие туристско-краеведческой и исследовательской работы среди подрастающего поколения, что дает возможность школьникам ближе познакомиться с родным краем, осмыслить его историю и культуру. Также участие в конкурсе будет учитываться при поступлении в высшее учебное заведение. Участники вот этого конкурса, «Отечество», они в основном, когда уже выпускаются из общеобразовательных учреждений, когда настает время поступать в высшее учебное заведение, они идут в исторический факультет. Там сейчас это туризм очень актуально, развитие внутреннего туризма. Вот эти факультеты, и практически они готовят себя к взрослой жизни. Конкурс проводится в рамках реализации задач федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования. Конкурсанты, занявшие первые места, будут награждены грамотами. Работы победителей направят в Москву для участия в федеральном этапе. Малика Измайлова, Джамалил Султыгов, Магаз 24.